Доброе утро, уважаемые телезрители, радиослушатели, уважаемые представители средств массовой информации. В Кыргызской Республике на 25 марта 2020 года подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 42. Об этих случаях мы сообщали 23 марта. И на сегодня они находятся в наших стационарах: Республиканская клинико-инфекционная больница, Джалабадской объединенной больнице, Волобукинской территориальной больнице, Баткенской областной больнице, Накатской территориальной больнице и Баткенской областной объединенной больнице. Состояние всех госпитализированных, как мы сообщали ранее, относительно средней тяжести, и один из госпитализированных находится в реанимационном отделении. Это мужчина 1949 года. В отношении пациентов, которые госпитализированы, проводятся все необходимые лечебные мероприятия в соответствии с их состоянием. Вчера, как мы уже сообщали, из мест обсервации по собранным эпидемиологическим анамнезам и по результатам лабораторных исследований, с мест обсервации ранее находилось в местах обсервации 2014 человек, и сегодня они были выписаны под строгий домашний карантин. И на сегодня в местах обсервации находится 585 граждан. Для граждан, которые направлены на домашний карантин, на домашнюю обсервацию, объяснены все условия нахождения, соблюдения домашнего карантина, о том, что они не должны покидать места карантина, место жительства. При появлении любых симптомов, температуры, кашель, общее недомогание, они обязательно должны сообщить по месту жительства, по месту пребывания врачам центров семейной медицины и на все телефоны горячей линии 118 и 112. И еще раз мы хотели бы обратиться к этим гражданам, которые были направлены на домашний карантин, о том, чтобы они в обязательном порядке соблюдали условия домашнего карантина, не выходили из дома, дома соблюдали правила личной гигиены. И при появлении симптомов, о которых я указала выше, они должны обратиться к врачам центров семейной медицины. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угуучулар, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Бүгүн 25 март 2020 жылы Кыргыз Республикасында 42 тастыкталган коронавирус COVID-2019 учуру катталды. Бул жарандардын бардыгы биз кече белгилегендей Жалал-Абад областык ооруканасында, Алып-Бука территориалдык ооруканасында, Баткен областык ооруканасында, Ноокат территориалдык ооруканасында, анда сырткары республикалык клиникалык инфекциялык ооруканаларында жайгаштырылып дарылануу өтүп жатышат. Бүгүнкү күндө биз кече белгилеп кеткендей 1949 жылкы эркек жараны реанимация бөлүмүндө атайын дарылоо иш-аракеттерин жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары ошол обсервация жерлеринин лабораториялык изилдөөлөрү тастыкталбагандыктан, андан сырткары эпидемиологиялык анализ негизинде обсервациялардан бүгүнкү күндө кече 2014 жаран болгон, азыр 585 жаран калды. Үйгө кетирилген жарандардын баары сөзсүз түрдө үйдө карантинде сакташ керек, үйдөн чыкпаш керек. Үйүндө атайын өздүк гигиенаны сакташ керек. Дагы эгер жөтөл же болбосо денесинин табы көтөрүлсө, өзүн начар сезсе, жергиликтүү үй бүлөлүк медицина борборлорунун врачтарына кайрылыш керек. Же болбосо 118-112 телефондорунда ыкчам телефондук линияларга кайрылса, аларга медициналык кызматкерлер келип, көрүп, атайын жардам көрсөтүп, андан сырткары керек болсо, ошол территориалдык ооруканаларга госпитализацияланат.
үйгө карантинге жиберилген жарандарга кайрылып кетет элем. Сөзсүз түрдө сиздер түшүндүрүлгөн карантинде кечээ барып ошол жерде врачтардын баары, эпидемиологдор сиздерге үйдөгү карантинде сактоонун эрежелерин түшүндүрдү. Ошол үйдөгү карантин эрежелерин сакташыңыздар керек, өздүк гигиенаны сактап, үйүңүздөрдөн чыкпашыңыздар керек, дагы үйгө конок чакырбашыңыздар керек. Ошону эстеп, эсиңиздерге тутуп алсаңыздар деп суранып кетет элем. Айнура Викторовна, чоң рахмат. Тогда мы, наверное, перейдем к вопросам. Вопрос от агентства 24 KG. Как Минздрав будет решать транспортный вопрос медработников в городах, где введены чрезвычайное положение и комендантский час? Вчера озвучено, что общественный транспорт не будет ездить. Да, действительно, это очень актуальный вопрос. И Министерством здравоохранения разработан план, согласно которому должен быть обеспечен транспорт для доставки сотрудников организации здравоохранения до мест и работы и обратно до мест проживания. Вечером мы связывались со штабом, который будет обеспечивать порядок в городе во время чрезвычайного положения, для того, чтобы мы смогли получить пропуска для того автотранспорта, который должен будет довозить до места работы и обратно с места работы до дома медицинских работников. Идет подготовка списка всех медицинских работников, которые работают в организациях здравоохранения. И также со стороны мэрии города Бишкек была выражена готовность о предоставлении 19 единиц транспортных средств для осуществления противоэпидемических мероприятий. И поэтому этот вопрос прорабатывается, и мы сегодня, согласно спискам, будем ждать пропуска на количество всех медицинских работников, которые работают в наших организациях здравоохранения, и тот автотранспорт, который будет задействован для доставки. Сейчас все ресурсы идут на борьбу с коронавирусом. Не останутся ли без медикаментов другие категории больных, те же диабетики, диализники? Нет, конечно, такой угрозы сегодня нету, что все лекарственные препараты и медицинские изделия будут направлены на лечение только пациентов с коронавирусной инфекцией. Запас медикаментов на сегодня есть. Конечно, сегодня границы с государствами, они закрыты. Во многих странах такая ситуация, что всем требуются необходимые медицинские препараты, изделия медицинского назначения. Но несмотря на это, угроза, что другие пациенты останутся без необходимых лекарственных препаратов, на сегодняшний день отсутствует. Как происходит распределение и выделение помощи, выделенной помощи, спецсредств защиты, переданной Минздраву? Получают ли медики все необходимое и под чьим контролем это происходит? Гражданское общество или депутаты могут проверить, на самом ли деле Минздрав передал необходимое медработникам, особенно тем, кто находится в очаге? Да, конечно, депутатский корпус, гражданское общество при желании могут проводить такие проверки, если в этом на сегодняшний день есть целесообразность. И я хотела бы призвать гражданское общество в этой ситуации помочь нам для того, чтобы провести разъяснительную работу среди населения, потому что население очень больше всего прислушивается к нашему гражданскому обществу о том, чтобы население строго соблюдало условия домашней самоизоляции, условия домашнего карантина. То, что средства индивидуальной защиты выделяются строго по назначению и выделяются непосредственно медицинским работникам, этот вопрос может не обсуждаться, потому что средства индивидуальной защиты, они предназначены только для использования в таких случаях для борьбы с коронавирусной инфекцией, для работы в очагах. Больше по другим направлениям они никак не могут быть использованы, средства индивидуальной защиты. И последний вопрос. Интернет переполнен анонимными сообщениями медиков и близких об отсутствии средств защиты, элементарно нет масок. А с другой стороны, десятки граждан и компаний собирают деньги для приобретения этих спецсредств. Вопрос, что именно делает Минздрав постепенно, если можно, с теми деньгами, которые были выделены на борьбу с коронавирусом? Где эти отчеты?
век цифровизации, который требует продвигать в Кыргызстане и президент, и правительство? Если есть такая необходимость, чтобы изложить постатейно все расходы из эпидемиологического фонда, средств, которые были выделены, то, наверное, мы сможем их разместить на нашем сайте Министерства здравоохранения. И я думаю, если действительно есть такая необходимость, то мы готовы, мы открыты предоставить такие отчеты. Кроме этого, постоянно об использовании средств все органы, в компетенции которых находится проводить проверку расходования этих средств, они постоянно находятся в стенах Министерства здравоохранения, прослеживают эти процессы. И, как вчера отмечал Чингис, есть создан при Министерстве финансов наблюдательный совет, который следит за расходованием этих средств. Спасибо, Айнура Бектургановна. Уважаемые радиослушатели, телезрители, мы на этом завершаем нашу пресс-конференцию. У нас сегодня в пресс-центре была начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Ахматова Айнура Бектургановна. Она ответила на ваши вопросы. Вы нас смотрели в прямых эфирах на телеканалах ЛТР, АЛАТО-24, КТРК, НТМА, Оштовы и также на радиостанциях Биринчи радио, Кыргыз радио, ФМ. Также на социальной